Ассалому алейкум, мehmonoни гироми, дӯстони азиз. Ташаккури зиёд ки вақти худро дар ин дошта, имрӯз ба ин толоро ҷамъ омадед. Номи ман Эршон Азимӣ, ман муассиси ташкили ҷамъияти Таҷраб мебошам ва инчунин раиси шӯрои навтаъсиси зени сунӣ назди Вазорати саноат ва технологияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон. Барои ман боиси ифтихор аст ки ҳамаи шумоён имрӯз барои суҳбат оиди зени сунӣ ва рушди он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъ омадетон ва боиси ифтихори ҳамаи мо аст ки меҳмонони олиқадр имрӯз дар ин толор ҳастанд. Биёед бо як ҳафкурбии баланд меҳмонони олиқадрро сипосгузорӣ менамоем. Форуми имрӯзаи мо дар ҳақиқат рӯзи таърих мебошад. Аз ҳисоби он ки аввалин бор дар таърихи кишварамон форуми зени сунӣ барпо гарда истодааст. Барои мо бисёр муҳим аст ки имрӯз ин соҳаи пешрафтаи технологияро ҳамчун яке аз асосҳои пешрафти иқтисодиёти кишвар нигоҳбинӣ намоем. Инчунин ман мехостам дар оғози суҳбат ба ҳамаи шумоён камтар нақд кунам оиди барномаи имрӯзаи мо. Дар мизҳое ки дар инҷо ҳастанд, мо QR-кодҳоро монда ҳастем. Тибқи он QR-кодҳо ҳама иштирокчиён метавонанд бо барномаи имрӯзаи мо шинос шаванд. Аввал мо як презентатсия ба шумо пешниҳод мекунем ки дар он презентатсия пешрафти зени сунӣ, прогресси он дар кишвари мо нақл карда мешавад ва пас аз он мо якчанд меҳмонои олиқадрро аз давлатҳои хориҷа тариқи Zoom пешниҳод мегирем. Барои ҳамин ман мехостам даъват кунам ҳамаи шумоёнро тариқи QR-кодҳо бо барномаи имрӯзаи мо шинос шавед ва инчунин ҳамаи презентатсияҳое ки имрӯз пешниҳод мегарданд, онҳоро метавонед дар телефонҳои мобилии худ дида тавонед. Боз як бор ташаккури зиёд. Хуш омадед. Дар оғоз ман мехостам пешниҳод кунам як презентатсия ки ба мо як сухан аз Стэнфорд пешниҳод шуда истодааст. Агар ман ёдамшон тавонам видеои Ҷон Ҳеннесиро пешниҳод кунам. Барои мо бисёр ҳам муваффақият шуд ки дастовард шуд ки Ҷон Ҳеннеси роҳбари шӯрои мудирони ширкати Alphabet ки яке аз ширкатҳои бузургтарини технология дар дунё ба шумор меравад, як навори худро барои мо, барои иштирокчиёни форуми имрӯза пешниҳод карданд. Alphabet капитализатсияи зиёда аз $1 триллион амрикоиро дорад ва мо бисёр муҳим буд ки Ҷон Ҳеннеси ки ҳамчун ғолиби як намунаи Тюринг ки як мукофоти Нобел ҳаст дар соҳаи барномасозӣ, онро ба даст оварда буд ва имрӯз фикри худро оиди зеҳни сунӣ ва он таърихе ки Тоҷикистон дар ин раванд бозӣ карда метавонад, дар бораи он нақл карда метавонад. Барои ҳамин барои ман ифтихор аст ки ба ҳамаи шумо пешниҳод кунем муҳтарам Ҷон Ҳеннеси, роҳбари ширкати мудирони нозирони Alphabet ва инчунин профессори донишгоҳи Стэнфорд. Марҳамат. Hello, I'm John Hennessy, Stanford faculty member in computer science and electrical engineering for more than 40 years, and the winner of the 2017 Turing Award. And I'm delighted to talk to the first inaugural AI forum in Tajikistan, held on the 75th anniversary of the famous Dartmouth Conference. That conference set the foundation for artificial intelligence research. However, for many years there was slow but steady progress. And indeed, many of the predictions made by my colleagues were not fulfilled even a decade or 2 decades after they were predicted. And then there was a turning point. That turning point was built on an understanding that learning was the critical issue and that neural networks and deep learning would really provide an avenue forward. It was just under 10 years ago that the famous convolutional neural network paper analyzing images in ImageNet were published, an amazing breakthrough which really astounded people. And then just over 5 years ago, that AlphaGo beat the first human player in Go, an event which occurred at least a decade and possibly 2 before the experts thought it would occur. Things were off and running. The neural network deep learning explosion was upon us. And we are now in a time when progress is incredibly fast and the applications being tackled with this technology are incredibly broad. What liberated that? What made that possible? 2 things. First of all, a plethora of big data that could be used for supervised learning tasks. And secondly, massive computational resources that would allow these deep, large neural networks to be effectively trained.
So now we're in an interesting era where we're constantly looking for new applications of this technology, but we're also facing a set of new problems associated with it. How do we worry about bias in AI? How do we worry about inappropriate uses of AI technology? How do we worry about the problem of explainability? It's certainly critical in many life safety applications of artificial intelligence. But it's an exciting time, and it's exciting to see Tajikistan really focus on this technology and what it can do for people's lives around the world. I wish you luck in your conference. I hope it sets momentum for the field in Tajikistan, and that we'll see your country become a real contributor to this important technology and its use in improving human lives. Thank you and best wishes. محترم شنوندگان پنل با اجازه شما از سبب که ما مهمون خارجی داریم و زبان روسی кому-то می‌خواستم فکر رو پیشنهاد کنم. اگر اجازه بدید. Ташаккур. Дамы и господа, опять же для нас огромная честь, что руководитель компании Alphabet, капитализация которой превышает $1 триллион США, сегодня выступил перед нами. У меня была огромная честь познакомиться с Джоном, когда я учился в Стэнфордском университете. Он является основателем программы Knight Hennessy, совместно с основателем компании Nike и Phil Knight. И, как сегодня заметил Джон Хеннесси, мы все надеемся, что Таджикистан будет играть важную роль в мире искусственного интеллекта, который уже сегодня меняет мир и будет менять его впоследствии. Сейчас я хотел представить вашему обозрению наших сегодняшних участников панельной дискуссии, поэтому давайте приветствуем каждого из них. Именно в форме мой, что мы к нам вазири рушти хсот басадо джимитолистон, мухтарам завка зода. وزیری مهنت موجب و شغل عالی جمهوری تاجیکستان محترم شهید نامزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی محترم سعیدی رضایی یاردمچی محترم پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آقای بکوبای رسولی محترم لیوان بکوبای رئیس بانک ملی جمهوری تاجیکستان محترم حکیم کلیزاده سفیر اتحادیه اروپا در جمهوری تاجیکستان محترم مریم نیازافزن و وزیر صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان محترم شریلی کبیر. Теперь хотелось бы вам рассказать чуточку про прогресс, который у нас есть в сфере искусственного интеллекта. Попрошу наших президентов поставить презентацию про что сделано в нашей стране по искусственному интеллекту и какой потенциал ждет нас в будущем. Дамы и господа, когда мы составляли эту презентацию, у нас, если честно, было много волнения, потому что мы чувствуем историческую ответственность, которая лежит перед не только нами, но и будущими поколениями, которые будут работать в этой сфере. Когда мы создавали Таджат AI, первую лабораторию искусственного интеллекта в Центральной Азии в ноябре 2019 года, нам не могло и сниться, что мы будем всего лишь через какие-то 1,5 года перед вами выступать и рассказывать про наше видение совместно с нашим государством о развитии искусственного интеллекта. Поэтому первый слайд, который я хочу вам показать, он рассказывает про Дартмутскую конференцию. Тематика, которая лежит в основе, в фундаменте сегодняшней дискуссии. Дартмутская конференция закончилась 17 августа 1956 года, ровно 65 лет тому назад. В этой конференции ведущие умы в сфере программирования того времени в Соединенных Штатах Америки собрались в Дартмутском университете, одном из самых престижных вузов США. В рамках этой конференции они создали новую сферу изучения, новую дисциплину по имени искусственный интеллект. Как сказал один из основателей этого форума тогдашнего, we build products that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to stimulate it. An attempt will be made to find out how to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. То есть, в основе этой сферы лежит понимание того, что любая сфера жизни, где есть человеческий фактор, может быть не то что заменена, но применена и улучшена искусственным интеллектом. Соответственно, 65 лет спустя, где мы видим искусственный интеллект? Практически везде. Когда мы делаем покупки на онлайн e-commerce платформах, таких как Amazon, мы видим, что искусственный интеллект рекомендует, какие покупки нам делать, смотря на анализ данных про наш потенциал, про наши покупки предыдущие, про наши психологические факторы. Когда мы заходим в Facebook и видим какую-то рекламу, это опять же искусственный интеллект подбирает. Какая же реклама более оптимальна, более оптимизирована для конкретного индивидуума?
Когда мы идем, например, к докторам в ведущих странах мира сегодня, мы видим, что искусственный интеллект более точно прогнозирует кардиологические болезни, чем доктора. Это разработка Оксфордского университета. Кроме этого, когда мы смотрим фильмы на Netflix, мы видим, что искусственный интеллект рекомендует, какие фильмы будут нам подходить. Когда мы видим автомобили, которые сами водят себя через автономные системы, это тоже искусственный интеллект. Когда мы берем свой iPhone и спрашиваем, какая же погода будет сегодня в Душанбе, это и есть искусственный интеллект. И когда мы видим, насколько прогресс зашкаливает в этой сфере, мы понимаем, что если за 65 лет мы смогли достичь столько в этой сфере, сколько же ждет нас в будущем. И это и призывает нас, нашу страну, делать все шаги, которые мы можем в развитии этой сферы, чтобы мы могли сделать прыжок в экономическом развитии. Это и есть фундамент видения лаборатории Таджат-AI. Когда мы смотрим на искусственный интеллект в исторической перспективе, что мы видим? Мы видим, что за последние 3-4 века мир видел 3 десятка GPT, General Purpose Technologies, технологии общих целей. Это технологии, которые фундаментальным образом изменили, как мы живем. Они не поменяли нас в прямом смысле этого слова, но они поменяли то, как мы живем. Например, паровой мотор, который был создан в 17 веке, электричество, потом компьютеры, semiconductors, интернет и сегодня искусственный интеллект. Любая сфера жизни, где есть продуктивность человека, она может быть улучшена алгоритмами, которые считывают данные, проводят анализ, разрабатывают алгоритмы, которые автоматизируют процесс. Эндрю Ng, один из профессоров Стэнфордского университета, который является ведущим умом в сфере искусственного интеллекта, имеет такую цитату: AI is the new electricity. Что он имеет в виду? В конце 19 и начале 20 века электричество фундаментальным образом улучшило продуктивность промышленности. Оно позволило заводам работать практически круглосуточно. Оно позволило в разы увеличить объем производства. Сегодня точка зрения Эндрю Ng такова, что искусственный интеллект является нашим современным электричеством, которое может стать базисом для развития практически всех отраслей мира, от производства до сервиса и услуг. Какие же прогнозы ждут нас в будущем? Всемирный экономический форум, международная глобальная организация, которая проводит форум в Давосе ежегодный, она имеет 2 крупных прогноза. В первую очередь, до 2030 года искусственный интеллект добавит $15 триллионов в глобальную экономику. Вот компания Alphabet, руководитель которой сегодня выступил перед нами, в Alphabet входит Google, входит YouTube, но вся капитализация этой компании всего лишь 1 триллион. А искусственный интеллект – это 15-кратный рост такой компании, как Alphabet. Мы видим, какие потенциалы, какой горизонт ждет нас в будущем от сферы искусственного интеллекта. И при этом очень важно отметить, я понимаю, что есть, конечно же, и риски, например, рабочие места. Многие говорят о том, что искусственный интеллект заменит рабочие места, но при этом стоит отметить, что по прогнозам Всемирного экономического форума больше рабочих мест будет создано, чем уменьшится в результате искусственного интеллекта. Таким же образом, как в 18-19 веке, когда появились электричество, паровые моторы, да, некоторые рабочие места, они были смещены, но еще больше были созданы. Это и есть прогноз Всемирного экономического форума про будущее искусственного интеллекта. Теперь я хотел бы коротко рассказать про прогресс Таджат-AI и нашей лаборатории для наших уважаемых членов дискуссии, а также тех, кто присутствует. Наша лаборатория является финалистом конкурса Google AI Impact Challenge, топ-30 среди 3000 компаний, которые участвовали. Также недавно мы подписали соглашение с компанией Microsoft и стали их официальным партнером в разработке алгоритмов для предотвращения COVID-19. И наша миссия, она довольно-таки проста. Подготовка кадров и создание продуктов, которые позволят Таджикистану достичь экономического рывка. Мы не строим искусственный интеллект ради хайпа. Мы не строим искусственный интеллект, чтобы показать, что роботы или другие элементы программы могут быть полезны. Мы строим искусственный интеллект, чтобы внести свой маленький вклад в развитие экономики нашей страны. И для нас огромная честь, что наше государство нас поддерживает и является нашим стимулом в этой сфере. Когда мы разрабатывали продукты, мы думали, какая же сфера является первоочередной, чтобы внедрить наш продукт. И в первую очередь мы выбрали финтех, то есть финансовые технологии, потому что финансовый сектор имеет цифровые данные. А как мы понимаем, для развития искусственного интеллекта ключевым фундаментом являются цифровые данные, чтобы алгоритмы могли обучаться и потом автоматизировать принятие решений. Соответственно, мы создали TiScore, это скоринг на основе искусственного интеллекта. Наша база данных составляет более 730 тысяч микрозаймов на общую сумму более 4,5 миллиарда сомнений, которые мы собрали
в соглашении с нашими партнерами. И вот это программное обеспечение, оно может автоматизировать с очень высокой точностью принятие решений по микрозаявкам. Мы очень благодарны нашим партнерам, это 5 банков внутри страны. Мы также благодарны Национальному банку нашей страны, как регулятору, который активно поддерживает развитие технологий в нашей стране, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Какие же результаты мы достигли? 1 апреля текущего года мы ввели наш скоринг на основе искусственного интеллекта в работу нескольких филиалов банков в стране. И за последние почти полгода мы видим следующие результаты. В первую очередь, в 3 раза сократились операционные расходы банков на обслуживание микрокредитов. В 3 раза. Это говорит о том, что искусственный интеллект, он позволяет сделать скачок. Не шаг за шагом улучшения, а именно скачок. И мы видим это, когда банки выдают микрокредиты. Сегодня уже 17 районов страны, от Пянджа и Дангары до Худжанда и Исора, в этих районах уже выдаются кредиты на основе искусственного интеллекта до 30 тысяч рублей. Кроме этого, мы видим, что точность предсказания 98%. Из 100 заявок, которые мы обрабатываем, 98% правильно выявляются при принятии решения нашим искусственным интеллектом. При этом мы видим, что при тестинге, бэк-тесте нашего продукта на 23% сократилась доля non-performing loans или дефолтных кредитов, а также на 19% улучшилась profitability, то есть рентабельность активов, что является одним из важнейших индикаторов для банков страны. Next slide, please. И когда мы разрабатывали свой продукт, для нас, конечно же, самым важным игроком был конечный пользователь, это гражданин страны, который идет получать микрозаявку. Это история Межгона Акубировой, которая является сотрудником нашего госучреждения. Она приходила в один из банков наших партнеров, чтобы получать микрокредит до скоринга искусственного интеллекта и после. И мы видим, что когда она шла за микрокредитом до искусственного интеллекта, процесс занял целый день. Она собирала много документов, много справок. А во второй раз, когда она пошла уже после недели нашего искусственного интеллекта, она получила решение за 10 минут и сам кредит за полчаса. И таким образом срочные медицинские нужды, которые были у нее, были разрешены довольно-таки быстро. Коротко о наших будущих целях. Мы уже сейчас ведем переговоры с несколькими банками. Мы сейчас подписали контракт на выделение более $2 миллионов микрокредитов в Таджикистане на основе искусственного интеллекта. Также до конца следующего года мы планируем повысить эту сумму до $10 миллионов микрозаявок и микрокредитов в нашей стране. Мы уже выходим на международный рынок при поддержке международных организаций. Сейчас мы выходим на рынок Узбекистана и Казахстана, и по нашим планам до 1-го квартала следующего года наш скоринг на основе искусственного интеллекта будет экспортирован в эти страны, и это будет примером цифрового экспорта, что является важным для развития нашей страны. Также коротко хотел бы сказать о нашей академии. Очень важно готовить кадры, которые могут конкурировать на глобальном рынке искусственного интеллекта. Сегодня 22-летние выпускники американских вузов, которые получают образование в сфере искусственного интеллекта, их средняя зарплата составляет начальная $150 тысяч США, начальная зарплата. И поэтому, когда мы создавали свою академию, мы ставили цель готовить кадры для наших отечественных компаний, но также и для глобального рынка, чтобы мы показали, что наша страна имеет таланты, она богата талантами, в том числе в этой передовой сфере технологий. Мы недавно закончили первую сессию нашей академии. 150 ребят и девушек закончили нашу учебную программу статистики, программирования, анализа данных и машинного обучения. В Душанбе, в Худжанде у нас также были онлайн-ученики из Казахстана и Кыргызстана, которые подключались к нашим урокам. 50 из наших выпускников трудоустроились в ведущие компании страны, большинство которых, у нас большая честь, присутствует сегодня в этом зале. И мы благодарны нашим партнерам за такую поддержку. И следующие планы, которые ставятся Министерством промышленности и новых технологий, для нас огромная честь, что Министерство поддерживает наши инициативы и является локомотивом развития искусственного интеллекта. Первая отчетная задача, которую ставит Министерство для развития искусственного интеллекта, это создание национальной стратегии искусственного интеллекта до 2026 года, чтобы до конца текущего года у нас была 5-летняя стратегия. И для разработки этой стратегии и для ее дальнейшей имплементации был создан Центр искусственного интеллекта и экономики данных. Это первый центр во всем регионе, первое государственное учреждение во всем регионе, которое плотно занимается вопросами искусственного интеллекта. А также был создан Совет искусственного интеллекта при министре промышленности и новых технологий. Для меня большая честь быть частью этого совета, где мы ставили цель присоединить частные компании, гражданское общество, международные организации в процесс создания национальной стратегии. Мы хотим, чтобы эта стратегия была реалистичной, чтобы она отражала нужды нашего общества и чтобы она действительно могла позволить нам сделать рывок
вместе с частными компаниями, вместе с международными организациями, а также ведущими экспертами. В конце я хотел поделиться нашей мечтой. Это общая мечта, которая разделяет нашу лабораторию, нашу команду, а также тех людей, которые являются частью этого пути искусственного интеллекта. Наша мечта, чтобы через несколько лет мы увидели такую цифру. 1% ВВП страны исходит от искусственного интеллекта. Это добавит несколько процентов в ежегодный рост экономики страны. Это огромная цель. Для того, чтобы достичь такую цель, нужно много ресурсов, нужна позволяющая сфера, среда, которая позволит нашим компаниям инвестировать в искусственный интеллект, которая позволит нашим компаниям трудоустраивать выпускников искусственного интеллекта, но самое важное, которая позволит экспорт услуг искусственного интеллекта. Но мы верим, что при поддержке нашего государства, при поддержке международных организаций, совместно с частными компаниями, мы все, сидящие сегодня в зале, внесем свой фундамент в большой небоскреб будущего, который будет символом в прямом и переносном смысле развития искусственного интеллекта. Поэтому 65 лет тому назад, когда строилась Дартмутская конференция, эти эксперты не могли себе представить, что будет через несколько десятков лет. Я надеюсь, что сегодня мы являемся свидетелем того, что исторический процесс начинается, и мы все вместе с вами будем играть весомую роль в этом процессе. Я еще раз благодарен вам всем, особенно нашим уважаемым панелистам, за то, что уделили свое время. Спасибо вам еще раз. Благодарю вас. Теперь мы представим вам одно видео, и я передам слово модератору, чтобы панельная дискуссия началась. Следующее видео от Екатерины Клиновой. Она является менеджером в организации, является главой искусственного интеллекта в организации Partnership on AI. Это международная организация, которая создана Google и Facebook. Ранее она работала 7 лет в качестве продуктного менеджера в компании Google, а также является магистрантом Гарвардского университета. Прошу вашего внимания, Екатерину Клинову. Добрый день, меня зовут Екатерина Клинова, я руководитель Департамента искусственного интеллекта, экономики и рынка труда некоммерческой организации партнерства по искусственному интеллекту. В нее входят более 100 технологических компаний, правозащитных организаций и академических институтов со всего мира. Я с радостью приветствую участников и гостей форума из Сан-Франциско, откуда я записываю это обращение накануне вашей встречи. Я уверена, что на форуме будет поднято множество важных вопросов о способах развивать разработку искусственного интеллекта в Таджикистане и Средней Азии, о многообещающих перспективах, которые открывает искусственный интеллект для человечества, о методах поддержки местного предпринимательства в области технологий, привлечения долгосрочных инвестиций в местные стартапы и так далее. Это очень важные вопросы, над которыми работают многие страны и продолжат работать в обозримом будущем. Я же решила использовать мое время с вами, чтобы привлечь ваше внимание к не менее важным вопросам, которым уделяется меньше внимания, хотя ситуация уже начала выправляться, и все больше и больше эти вопросы обсуждают. Это вопросы последствий, рисков внедрения технологий, связанных с искусственным интеллектом, и в первую очередь я буду говорить об экономических рисках и последствиях для рынка труда. Конечно, с точки зрения экономики мы в первую очередь ждем от искусственного интеллекта повышения производительности труда. Повышение производительности труда – это любимое словосочетание экономистов, потому что когда экономика может произвести то же самое или большее количество товаров и услуг, используя меньше ресурсов, это означает, что они производятся дешевле. В конкурентной экономике это приведет к снижению цен или к расширению выбора для потребителей, что породит дополнительный спрос. Поэтому даже если повышение производительности произошло за счет автоматизации каких-то категорий человеческого труда и сопровождалось сокращением рабочих мест, дополнительный спрос, о котором я сказала, создаст новые рабочие места, возможно, в еще большем количестве и компенсирует потерянные. Например, если вы сумели удешевить производство электроэнергии с помощью автоматизации труда или другим способом и сделали электроэнергию дешевле для потребителей, то, возможно, они станут покупать больше систем кондиционирования, телевизоров, других электроприборов. И люди, которые больше не нанимают электростанции вследствие автоматизации, смогут найти себе работу в растущем производстве кондиционеров. Так это работает в идеале. В реальности же недавние исследования показывают, что зачастую технологии, позволяющие автоматизировать человеческий труд, генерируют далеко недостаточное повышение производительности, чтобы компенсировать за потерянные рабочие места. И тогда вы получаете либо сокращение общего числа рабочих мест, либо более часто поляризацию рынка труда
его деление на высокооплачиваемые, но малочисленные рабочие места, в частности, например, в технологической индустрии, и многочисленные, но низкооплачиваемые, нестабильные рабочие места, например, рабочие места курьеров доставки, водителей Uber и так далее, которые часто не оформляются по трудовому законодательству, не предусматривают отпусков и больничных. Формально люди в этих профессиях даже не имеют работодателя, который бы нес ответственность в случае производственных травм и других инцидентов на работе. Экономисты из MIT и Университета Бостона Асимогу и Рестрепа анализировали данные США и показали, что расслоение рынка труда, которое происходит в Америке уже почти 40 лет, в основном происходит потому, что внедряется слишком много технологий, автоматизирующих человеческий труд, но при этом недостаточно повышающих производительность. Они называют такие, в кавычках, инновации так себе технологии. По-английски это называется so-so technologies. Примеров таких технологий, так себе технологий, много вокруг нас, и вы наверняка их встречали. Часто это технологии, которые перемещают труд с производителя на потребителя и делают его неоплачиваемым. Например, автоматы по оплате продуктов в супермаркете, за которыми нет кассира. Раньше ваши продукты сканировал кассир, получая за это зарплату, теперь вам самим нужно сканировать свои продукты, тратя на это больше времени. Таким образом, рабочие места кассиров сокращаются, но производительность не повышается, потребитель не платит меньше за продукты, наоборот, по факту работает бесплатно, тратя свое собственное время на этот неоплачиваемый труд, это то время, которое он может потратить продуктивно, зарабатывая себе на жизнь. Таких так себе технологий много, и ведущие экономисты предупреждают, что благодаря искусственному интеллекту их становится все больше, так как теперь мы можем автоматизировать все больше и больше видов человеческой деятельности. Но, конечно же, искусственный интеллект можно использовать и по-другому, чтобы дополнять способности человека, а не пытаться их реплицировать. Дополнение способностей человека делает его более ценным для работодателя, повышает его производительность и его зарплату. Дополнение способностей человека было бы прекрасным фокусом для разработок искусственного интеллекта, но, к сожалению, сегодня основной фокус разработок направлен на то, как повторить то, что человек уже умеет делать очень хорошо. Например, как научить компьютер распознавать речь, объекты на картинках или видео. Одна из основных причин такого фокуса разработчиков и искусственного интеллекта на замене, а не на дополнении человеческих способностей, состоит в том, что страны, которые лидируют в разработках искусственного интеллекта, их население стареет, что приводит к удорожанию рабочей силы в этих странах. У них растет нехватка, например, водителей-дальнобойщиков, тех же кассиров, людей во многих других профессиях. Поэтому становится экономически выгодно вкладываться в создание технологий, которые могли бы заменить людей в этих профессиях. Но когда подобная технология уже создана в стареющей стране, например, то зачастую она очень быстро распространяется во все другие страны, включая молодые страны, растущие, в которых каждый год нужно все больше и больше рабочих мест. Например, когда Макдональдс купил в Калифорнии стартап, который производит киоски самообслуживания на базе искусственного интеллекта, то, сделав эту инвестицию, компания установила такие киоски в своих ресторанах в более сотни стран, включая те страны, в которых безработица на тот момент превышала 25%. И это все было еще до удара пандемии по рынку труда. Вот такое непроизвольное, иногда почти бесконтрольное импортирование этих так себе технологий — это не единственный канал, по которому последствия внедрения искусственного интеллекта могут затрагивать развивающиеся экономики. Искусственный интеллект также будет иметь влияние на международную торговлю, которая важна для многих стран. Вплоть до сих пор одним из главных источников экономического роста для многих стран была конкурентная цена на рабочую силу людей, которая позволяла этим странам поставлять товары на экспорт по конкурентным ценам. Если в будущем искусственный интеллект сохранит свой курс и свой фокус на реплицирование человеческих способностей, на их дополнение, то людям придется конкурировать с роботами за экспортные рынки, что для многих стран значительно сократит возможности экспортного роста.
На эту тенденцию, конечно, одной отдельно взятой небольшой стране повлиять достаточно сложно, но вполне можно относиться внимательно к тому, какие технологии импортируются в страну и какие она сама старается производить. Это так себе технологии, приводящие к росту неравенства и расслоению рынка труда, или это технологии, которые дополняют человека, расширяют его возможности и повышают продуктивность. Я от души желаю Таджикистану именно таких технологий, дополняющих людей, повышающих их производительность. Удачи вам! السلام عليكم مهمومين گرامی تشکیلگونی فورومی امروزی ما نظامی‌الدین فهمیدی مدیر کاتدرای اقتصادی رقمی دانشگاه پلیتکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان بانوی اکادمی محمد رسومی در شهر جامع روشن من امروز همچون مدیراتور فورومی مذکور یوری سوال و جواب مدیراторی انتخاب کرده شدم و پیش از آن که جلسه پلنری را آغاز نماییم می‌خواستم سخن را با ختم کننده اکادمی ذهن‌سنجی که سال گذشته اکادمی را ختم کرده بودند سمندر به سمندر اویدی فکرها و مبارزه‌های خود در دوره ذهن‌سنجی پیشکش نمودنی اجازه دهید و آن پس سخن را دهیم. مرحمت. Здравствуйте, меня зовут Самандар, и для меня огромная честь выступать перед вами сегодня. Я, как молодой человек, немного волнуюсь, но надеюсь, что ваша поддержка позволит мне рассказать про искусственный интеллект и Таджат AI, про первую лабораторию искусственного интеллекта в Центральной Азии. Я хотел бы начать свою презентацию с маленького рассказа. Было жаркое лето, июльский день 2019 года. Буквально 2 года назад. Я нашел маленькую комнату, которая была учебным классом. Но единственное, что напоминало, что такое учебный класс, это то, что там была доска. Никаких других вещей, таких как компьютер, там, конечно, не было. Я нашел класс, где было еще 10 ребят. И это был первый набор на Академию искусственного интеллекта Таджат AI. Первое, что я ощутил в то время, это вот чувство растерянности. Я не понимал, как я и мои друзья, как мы сюда попали и что мы будем делать. Прошло 2 года. За эти 2 года я и мои друзья не только поняли, почему мы здесь, но мы сами смогли создать продукты. В идее нашей лаборатории с первого дня был созданием продуктов, чтобы доказать, например, что искусственный интеллект Таджикистана не только реален, но он должен быть. Потому что он приводит, с одной стороны, к улучшению бизнеса, повышению продуктивности, и с другой стороны, к созданию рабочих мест. И именно поэтому у нас была вторая часть нашей миссии – обучение специалистов, которые в будущем могли бы стать первым поколением инженеров искусственного интеллекта. За 2 года наша лаборатория добилась немалых результатов. И мы видим на примере финансового сектора, что искусственный интеллект помогает реализовывать наши цели. А это именно то, что искусственный интеллект нам нужен не для хайпа, а для того, чтобы изменить наше общество в лучшую сторону. Наша академия, частью которой я являюсь, недавно закончила свою первую сессию. У нас 150 выпускников из Душанбе, Худжанда и других стран Центральной Азии, которые учили программирование, анализ данных, машинное обучение. Среди них 50 получили трудоустройство в ведущих компаний нашей страны. Кстати, я уверен, что большинство представителей этих компаний сейчас сидят в нашем зале. И для меня огромная честь, что мы уже сегодня внедряем искусственный интеллект в частные компании нашей страны. В конце я хотел бы рассказать про наше видение. Видение нашей лаборатории и самого искусственного интеллекта в нашей стране в общем. Мы видим Таджикистан как региональный хаб искусственного интеллекта. Страну, которая будет притягивать не только инвестиции других стран, но и рабочую силу. Чтобы мигранты с других стран приезжали в нашу страну, чтобы работать в этой сфере. Поверьте,
это видение, которое вдохновляет именно меня, чтобы я после учебы бакалавра, надеюсь, в MIT в Гарварде повезет, чтобы я вернулся обратно и стал частью того, чтобы эта мечта стала реальностью. Когда я узнал, что у нас создается Центр искусственного интеллекта при Министерстве промышленности и новых технологий, это было для меня было чувство и фантастики, и реальности. Потому что буквально год тому назад это была фантастика, а сейчас это реальность. И также наше видение того, что Таджикистан станет региональным хабом искусственного интеллекта, сейчас можно показать вам фантастикой, но я уверен, что это станет реальностью. Благодарю за такую возможность. Спасибо. Shirokjoni Gromi, Asabionki Hozir, Baromat, Forum Maskuro, Darshnago, Ishimoi, Dartomi Goshu Konuri, Dalaturi Korjeham, Timoshu Karde Sodam, Yahosam, Boyos Tushmo, Bozabuni, Rusi, Jelesi Maskuro Hozeroni. Первый вопрос мы задаем для того, чтобы определить, какие же первые шаги можно сделать Таджикистан в внедрении искусственного интеллекта. Поэтому я хотел бы дать возможность выразить свои мнения относительно данного вопроса нашим уважаемым гостям. Пожалуйста, первый будет выступать уважаемый Шейли Олимович, министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан. Якум мекмонони азиз ҳаматон хуш омадед. Барои мо кишан шараф аст ки форуми аввалини интеллекти сунъиро, зеҳни сунъиро дар ҷумҳурии Тоҷикистон мо имрӯз қадами аввалро оғоз кардем ва чхеле ки оз модератор гуфтанд сабаби ки бо тариқи онлайн дар тамоми дунё ин форум пешниҳод мегардад, мо мехостам ба рӯси ҷавоб дем. Вообще любая независимая экономика, она как бы уровень критерий определения уровня конкурентоспособности страны, они в первую очередь определяются тем, что насколько страна богата природными ресурсами, насколько страна имеет какие-то определенные транзитные преимущества. И на сегодняшний день вот эта практика, она поразительна, но вот пусководный период показывает, что эта стратегия немножко меняется, и при определении, например, на сегодняшний момент это 4-я промышленная революция заканчивается, начинается 5-я промышленная революция, и она основана именно на критерии использования искусственного интеллекта и технологий, связанных с искусственным интеллектом. Поэтому мы считаем, что как стратегия развития нашей страны очень важно, чтобы мы изначально понимали нашу цель, и мы, как вот великий Эйнштейн говорил, что для достижения цели нужно делать две вещи. Это первое — упорство ради достижения цели. Второе — это мудрость в нужный момент отказаться от этого упорства. Я надеюсь, что при определении цели по развитию искусственного интеллекта мы как бы будем идти очень упорно, и не будет такой возможности, чтобы мы от этого упорства отказались. Одно из направлений, вот сегодня Азизжон тоже это рассказал, одно из направлений развития вообще конкурентоспособности любой экономики, это как бы на сегодняшний момент определяется наличием роботизированных технологий в экономике. И в среднем где-то вот с 2016 года всего в мире на 10 тысяч рабочих мест было всего порядка 70-75 роботов. Но за 4 года, показатель средний по миру, она увеличилась в 2 раза. И одно из, например, средний показатель в мире на сегодняшний момент на 10 тысяч рабочих мест, средний показатель порядка сейчас 113 роботов. Несмотря на это, вот мы недавно были в Корее, и показатели Кореи, они вообще очень поразительно отличаются от всего мировой практики. На сегодняшний момент в Корее по результатам 2020 года использование на 10 тысяч рабочих мест порядка 850 роботов. Потом идет Япония, и в десятку замыкает Китайская Народная Республика, где тоже порядка более 100 роботов на 10 тысяч рабочих мест. И это вот
тот прорыв, который, например, в Корее, она связана с тем, что они в нужный момент создали основу и выявили вот тот стратегический путь, по которому они сейчас идут и получают не только экономическую выгоду, но и как бы имидж в стране, она в мире, она очень сильно улучшается в положительную сторону. Я считаю, что вообще сама идея использования искусственного интеллекта и вот практика, которую наши ребята уже сделали, и сейчас мы говорим о самой идее национальной стратегии искусственного интеллекта, это первая такая идея в нашем регионе Центральной. Я считаю, что мы должны эту идею реализовать в очень быстрые и эффективные сроки, для того, чтобы она стала основой. Когда мы были у Азижона в Тайжрате, там очень много ребят, которые учатся в 9, 10, 11 классах. И мы удивились, что там, например, им обучают статистику. То есть сама система образования Таджикистана на сегодняшний момент, если мы определяем национальную стратегию как вот развития искусственного интеллекта, вот те науки, которые в нашей, например, школьной программе их нет, мы должны понимать, что мы их должны уже содействовать. И, например, в 5 научных вузах, которые являются под отчетностью нашего министерства, мы уже с 1 сентября решили, что в каждом из них будет факультет искусственного интеллекта. И я очень рад, что эта практика, она практически в странах постсоветского пространства этой практики нет, это наша первая с вами практика. И я считаю, что вот эту стратегию по использованию искусственного интеллекта мы должны дальше развивать и по всей стране, потому что порядка 70% нашего населения до 30 лет, а почему нам вот этот ресурс, который, к счастью, есть, почему его эффективно не использовать. Да, есть очень много проблем, недопонимания в первую очередь, то есть у нас даже вот на очень профессиональных уровнях мы видим, что нет понимания самой этой идеи. То есть она для людей очень непонятна, и она считается, что якобы это недостижимая цель. Но если мы, например, историю посмотрим, то же самое Никола Тесла, да, он идею вот этой башни Тесли начинал только в 1905 году. А в течение 12 лет он эту идею продвигал, были инвесторы, то же самое JP Morgan и другие инвесторы, которые помогали, но в какой-то момент эта идея, инвесторы поняли, что идея передачи через эфир электричества, переменного тока, она приведет к тому, что их, например, инвестиции в медные и алюминиевые проекты, они как бы будут не востребованы, и они отказались. Но прошло, представляете, за последние, например, 100 лет прошло такой небольшой с точки зрения истории времени, но на сегодняшний момент Тесла это уже как бы эталон новшеств, эталон какого-то очень сильного, продвинутого прогресса. Поэтому и вот на сегодняшний момент мы считали, наше министерство по поручению правительства, мы делаем очень большие научные изыскания для того, чтобы определить, например, импортозамещающие механизмы нашей экономики. Порядка $600 миллионов на сегодняшний момент мы покупаем нефтяное топливо. Вот здесь наши друзья тоже есть, естественно. Несмотря на то, что Таджикистан зависит от нефтепродуктов, но мы имеем огромные гидроэнергетические ресурсы. Нам надо обязательно развивать автомобильные классы электромобилей. А Тесла, например, в 1931 году, он реально сделал первый электромобиль. Но, к сожалению, сама история и сама какие-то объективные, субъективные причины, прошло практически 100 лет для того, чтобы человечество поняло, что эта идея, она востребована и нужно делать. Такие же примеры в нашей человеческой истории очень много. Вот тот же канадский инженер Джерард Гул, который построил вот эту пушку, которая могла десятки раз уменьшить стоимость, например, того же самого космических полетов. Да? Он тоже 50 лет эта идея, к сожалению, только человечество начинает осознавать, что эта идея, она очень как бы и с точки зрения экономических показателей, и с точки зрения эффективности, она должна развиваться. И, например, сейчас НАСА, по отчету, который я читал, там на 1 килограмм грузов у них расход порядка 22-25 тысяч долларов. А если вот через эту пушку вы использовали, да, то ситуация была бы
десятки раз меньше. А это удешевление космических полетов, это приведет к тому, что человечество как бы по-другому будет развиваться. Поэтому я считаю, что на сегодняшний момент проведение этого форума и участие наших членов правительства на таком высоком уровне и то, что бизнес-сообщество Таджикистана здесь международные финансовые организации, мы очень рады, и я считаю, что если мы совместно все вот эту национальную стратегию искусственного интеллекта будем развивать, в конечном итоге мы достигнем очень значительных позитивных результатов, и жизнь наших людей она сильно изменится. Поэтому я вас поздравляю, добро пожаловать, успехов нам всем. Огромное спасибо за вас исчерпывающий ответ за ваши, которые вы сказали. Хотел бы передать слово уважаемой послу Европейского Союза в Таджикистане, госпоже Юзефсан, чтобы она высказала свое мнение относительно внедрения искусственного интеллекта в исследовательских производствах. Пожалуйста. Thank you so much, and I will unfortunately speak in English so far. Thanks, first of all, thank you so much for organizing this forum and for bringing together all of the actors around the table. I think that without any doubt, we're moving into what we would call a digital decade, and where the collaboration of policymakers, private sector actors, and innovative technology will have to work closely together. So this strategy is very timely, and I think that there are many aspects of artificial intelligence, but undoubtedly it will have an enormous impact on the way that we live and work in the coming decades. And this has been the reasoning of the European Strategy for Artificial Intelligence that was launched in 2018, but also confirmed in 2021. The potential benefits for artificial intelligence for Tajikistan and societies in general are manifold, from less pollution and fewer traffic deaths, to improve medical care and enhance opportunities for people with disability and older persons, as well as to better educate and more ways to engage citizens in decision-making processes. There has also been quite a lot of evidence on the importance of artificial intelligence, from more swifter actions to more efficient fights against terrorism and crime, online and offline, as well as in enhancing cyber security. All of this is very relevant for Tajikistan. There is a special aspect that I would like to focus in on, and that I think Aziz John picked out in his presentation, and this was the potential that artificial intelligence has in both in combating the COVID-19 crisis, but also in contributing to a post-COVID-19 recovery. It has already demonstrated, artificial intelligence has already demonstrated its potential to predict the geographic spread of the disease, diagnose the infection through computed tomography scans, and develop the first vaccines and drugs against the virus. But above all, artificial intelligence has displayed a versatility that few other technologies can match. As we all know, the opportunities with artificial intelligence also carry certain risks, such as potentially exposing people, and not least children, to significant mistakes that may undermine the fundamental rights and safety. So even though there are opportunities, we also have to look at how to ensure an approach that also combines the safety and security of the opportunities. I think this strategy that is now under development will be critical to enhance both the opportunities and the risk, and how Tajikistan can move forward with capitalizing on the many opportunities, but also addressing the artificial intelligence challenges in a future-proof manner. Something that I would like to come back to is the evidence that is already available when it comes to artificial intelligence ability to contribute to sustained post-COVID recovery.
I think the Minister excellently outlined already some of the sectors where it could be used in Tajikistan, especially when it comes to the potential of increasing productivity across all economic sectors, creating new markets and bringing tremendous opportunities to Tajikistan's economic growth. Artificial intelligence help to optimize industrial processes, make them more resilient, efficient, and not least greener by being able to use a real-time solution. It can also enable innovative self-learning and real-time solution by using predictive maintenance of collaborative robots, from digital twins to augmented reality. Given the demography of Tajikistan and the geographic challenges, I think there are enormous potential when it comes to the educational sector. And I'm pleased to see that in the audience we have a representative from UNICEF and from UNDP. We have several projects together that are looking at how to create more efficient online learning opportunities. I have also visited Tatra myself, and I've seen that many of the colleagues who are working together with Aziz John are previous students of the Erasmus Plus program, mainly in Spain and in Italy, where we are trying to create, and also in my home country, Sweden, where we are trying to create a world hub for artificial intelligence excellencies. So there are also lots of opportunities that can be built within the educational sector, the health sector, and not least when it comes to agriculture. There is a whole untapped potential when it comes to agribusiness, where not least green innovative solutions, but not least I was very pleased to hear the Minister talk about cargo and how we could reduce, because with artificial intelligence, the world also becomes smaller. You don't need to have a workforce that is mobile, but you could actually create more work opportunities in Tajikistan by linking up and creating greater connectivity through digital and artificial intelligence means. I could go on forever, but I think I will stop here so that I can let others talk as well. Thank you. Thank you very much for your speech. And далее хотел бы дать слово уважаемому председателю Национального банка, уважаемому Федору Химу, относительно выступления по искусству. Пожалуйста. Огромное спасибо. Прежде всего, я бы хотел поблагодарить уважаемого Шерли Юнуса за то, что пригласил нас сегодня участвовать в форуме искусственного интеллекта, посвященной 65-летию Дортмундской конференции. Конечно, я, как председатель Национального банка Таджикистана, развитие современной банковской системы республики не представляю без развития искусственного интеллекта. Конечно, один из покупателей продуктов искусственного интеллекта в Республике Таджикистан это была банковская система республики. И живым примером является то, что сегодня наши банки работают уже по программе скоринга, то есть по выдаче микрозаймов, микрокредитов. И сегодня уже 5 наших банков уже работают в этой системе. И, конечно, прежде всего, сами банки заинтересованы для того, чтобы минимизировать свои расходы и минимизировать свои операционные риски, которые имеются при осуществлении банковских операций, особенно при выдаче кредитов. Конечно, это уменьшает намного операционные расходы банков, и, конечно, это прежде всего влияет на себестоимость продуктов в банковской системе, то есть уменьшает, то есть способствует уменьшению процентной ставки со стороны банков. И, конечно, в дальнейшем тоже мы заинтересованы в том, что развивался искусственный интеллект для дальнейшего развития и для общей развития банковской системы, новых продуктов.
потому что для нас всегда нужны будут то есть, те программы, которые способствуют нашим основным программам. Как я в тот раз тоже, когда мы были в Куджате, отметил, что вспомогательные программы всегда нужны в банковской системе, потому что в наших инструкциях мы всегда делаем разные изменения, и, конечно, всегда нужны будут нам дополнительные эти программы для того, чтобы уменьшить расходы в банковской системе для того, чтобы они могли вовремя и своевременно предоставить свои отчеты регулятору. И для развития искусственного интеллекта, я думаю, что интеллект у нас уже имеется в республике, нужны средства, нужна инвестиция. Прежде всего, я думаю, что вот в этом направлении нам надо работать. Мы все здесь участвуем, ключевые министра и комитеты здесь у нас. Я думаю, что нам нужна будет механизм поддержки для развития искусственного интеллекта, то есть нам нужна прежде всего средства, нам нужны инвестиции для того, чтобы развивалась искусственный интеллект в Республике Таджикистан. Спасибо за внимание. Большое спасибо за ваш ответ. Такой достоверную информацию относительно финансового сектора Республики Таджикистан и как приоритет для дальнейшего развития сферы искусственного интеллекта. Спасибо большое. Также хотелось бы дать слово помощнику президента Республики Таджикистан по экономическим вопросам, уважаемому Иматуллову. Да? Пожалуйста. Спасибо большое. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить организаторов данного мероприятия, форума по искусственному интеллекту. Это очень важное событие для нашей страны, и он посвящен 65-летию Доржмутской конференции, которая 65 лет назад прошла и дала начало новому направлению, будем говорить, тогда еще слабые сигналы будущего в технологическом развитии и направлению науки, связанную с моделированием функций человека в области интеллектуальных возможностей. Это очень важный аспект, и я думаю, что форум не случайно выбрал вот именно это событие, Доржмутскую конференцию, потому что на самом деле развитие человечества сегодняшнее в 21 веке невозможно без развития технологий. Технологии являются драйвером развития каждой страны и в целом нашего человечества. Я хочу напомнить присутствующим о том, что наша страна развивается в рамках той стратегии, которая была, долгосрочной стратегии, которая была принята до 2030 года, национальной стратегии развития. И в данной стратегии отмечено, что главная задача для государства и правительства на долгосрочную перспективу с краткосрочным сегментированием задач на каждые 5 лет у нас стоит задача обеспечения устойчивого экономического роста посредством обеспечения диверсификации и конкурентоспособности нашей экономики. На данном этапе обеспечение этой задачи возможно при условии, если мы приложим определенные усилия в вопросы, связанные с цифровизацией нашей экономики, с ускоренным развитием промышленности, с применением, массовым применением инновационных технологий, куда включается также искусственный интеллект, а также, конечно же, с развитием человеческого потенциала. Я думаю, что это ключевые аспекты, которые мы всегда должны иметь в виду. Они обозначены нашим государством в своих стратегических документах. Это очень важная основа для развития каждого направления, если мы хотим обеспечить индикативные показатели, которые отражены в наших стратегических документах. Но самая главная задача, конечно же, на основе всего того, что я сейчас обозначил, является повышение
уровня жизни нашего населения страны. Индикативно мы говорим о том, что мы должны увеличить число населения граждан со средним уровнем дохода населения и таким образом перейти в категорию страны со средним уровнем дохода. Это очень амбициозная задача, требует определенных и вложений, и инвестиций, и решения комплекса мер. И я думаю, что в данном контексте искусственный интеллект нам дает возможности применения как раз-таки новых технологий, которые обеспечивают, как вот коллега из Катерина, отметила, для экономистов очень важный аспект – это сокращение издержек, повышение производительности. Искусственный интеллект как раз дает такую возможность, она очень хорошо отметила в своем выступлении об этом. И я думаю, что это преимущество искусственного интеллекта, этих технологий. Я думаю, что если мы об этом говорили как-то пространно, и в быту каждый из нас сталкивается или применяет определенные, будем говорить, аспекты искусственного интеллекта. Например, мы пользуемся мобильным телефоном, мы пользуемся мобильными платежами, мы пользуемся смарт-часами, допустим, да? У нас есть элементы локальные, то есть уже в городе умного города, мы применяем элементы умной квартиры, умного дома у себя дома, пытаемся это делать. Это все технологии искусственного интеллекта. И мы становимся пользователями этих технологий, сами этого не замечаем. Но когда речь идет о том, что мы должны обеспечить рывок в развитии страны, вот здесь как раз стоит задача для того, чтобы обеспечить комплекс мер, организационно-правовых, инвестиционных мер, для того, чтобы обеспечить этот прорыв. Конечно, важным аспектом является та инициатива, которая была сделана Министерством промышленности относительно того, что нужно разработать стратегию. Большой институциональный вклад был сделан путем того, что была поддержана вот инициатива, будем говорить, частно-государственное партнерство, Таджрат. Министерство является как бы куратором этого процесса, он оказывает политическую поддержку направляющим министерством в этом отношении. И, конечно же, разработка стратегии среднесрочной до 2026 года. Я думаю, что как раз это вот те институциональные моменты, которые обеспечат в будущем развитие этого направления в нашей стране. Здесь важно иметь в виду вопросы, связанные с формированием законодательства, потому что мы знаем очень много прогрессивного в искусственном интеллекте, но также сегодня было высказано, что есть определенные риски, связанные с кибербезопасностью и так далее. Я думаю, что это общественные отношения, которые требуют определенного регулирования со стороны государства. Я думаю, что стратегия должна иметь в виду и меры в этом направлении. Значит, следующее, я думаю, что у нас было принято в прошлом году, позапрошлом году, концепция развития цифровой экономики. В этом году мы правительство приняло стратегию среднесрочного развития цифровой экономики. И я хочу отметить, что это важная предпосылка, основа для того, чтобы внедрять цифровые технологии, цифровизация. Потому что она создает определенную экосистему для каждого сектора. Без наличия цифровых технологий очень сложно говорить о прогрессе в применении интеллектуальных, скажем, продуктов, технологий искусственного интеллекта. Далеко не будем ходить, вот уважаемый господин председатель Нацбанка сейчас отметил, насколько важным является искусственный интеллект, продукты искусственного интеллекта сегодня для банковского сектора. И мы знаем, что точность, скажем, скрининга, скоринга, выдачи кредитов, она вот, в вашем продукте 98% это очень высокий показатель. Я думаю, что все это благодаря тому, что, конечно же, каждый сектор должен обеспечить определенную экосистему, основанную на цифровизации, прежде всего. Но, к сожалению, цифровой разрыв в стране он существует. По оценкам Всемирного союза электросвязи, для того, чтобы сократить цифровой разрыв в регионе Центральной Азии,
требуется около 6 миллиардов долларов. Из них 870 миллионов приходится, прогнозируется на Таджикистан. Это очень большая сумма, конечно. Мы, конечно же, приложим все необходимые усилия, я имею в виду правительство и гражданское общество, потому что аккумулировать эти средства без гражданского, извиняюсь, не гражданского общества, а частного сектора. Без частного сектора невозможно. Я думаю, что концепция, стратегия по развитию цифровой экономики будет реализована, и это станет основой для того, чтобы создавать экосистему для применения искусственного интеллекта. И, конечно же, очень важный аспект, я хотел бы также отметить, это было отмечено и уважаемым господином министром промышленности и новых технологий и представителями Европейского союза в Таджикистане, это вопрос образования, подготовки кадров. Я думаю, что у нас есть политическая воля в правительстве в этом аспекте, потому что президент страны в своем послании в прошлом году инициировал 20-летие развития точных наук. В рамках этой инициативы сейчас разработаны программы в области образования, интенсивного развития образования по обучению, допустим, всех стадий образования, на всех стадиях образования, значит, именно в плане усиления программ для точных наук. Я думаю, что инициатива Министерства промышленности в отношении того, что созданы специальные обучающие программы, по-моему, даже подразделения, как вы сказали, кафедры, факультеты по искусственному интеллекту, будут являться своеобразным толчком для того, чтобы готовить кадры в этом направлении. Я думаю, что здесь очень важно показательный пример Таджрапа, потому что буквально на ровном месте ребята создали хорошую образовательную основу для того, чтобы готовить, пусть еще пока не массово, но тем не менее, этот опыт можно применять и расширять массово и в стране, и в регионе, для того, чтобы готовить кадры в этом направлении. Мне кажется, что, по крайней мере, вот, здесь много, конечно, нужно говорить еще, развивать мысли на эту тему. Я думаю, что это важные аспекты, которые мы должны иметь в виду при составлении нашей стратегии по развитию искусственного интеллекта. Спасибо за внимание. Большое спасибо за ваш ответ. Вы хорошо подчеркнули, что у нас был принят в прошлом году концепция цифровой экономики в Таджикистан, и надеемся, что внедрение искусственного интеллекта – это одна из сфер в цифровой экономике может сделать вклад в развитие Таджикистана. Спасибо большое. И следующим хотелось бы дать слово председателю Государственного комитета по инвестированию и управлению государственным имуществом, уважаемому Сахиб Алгазу, да? Пожалуйста. Большое спасибо, дамы и господа. Прежде всего я бы хотел выразить свою благодарность за приглашение для участия в форуме. Само проведение данного форума сейчас уже указывает о том, что вы в Таджикистан начали придавать значение данному вопросу. Как вот сейчас, уважаемые наши гости сказали, искусственный интеллект, как бы хотим или не хотим, у нас уже существует в нашей повседневной жизни. Пользуюсь этим атрибутом. И, как вы знаете, одно из следующих важных направлений для стратегии для республики это сейчас является ускоренная индустриализация и то, что сейчас под покровительством Министерства промышленности и новых технологий сейчас так развивается данное направление, это самое главное к месту, и поэтому мы со стороны Государственного комитета по инвестициям готовы оказать всяческое содействие продвижение дальнейшего направления, привлечения инвестиций по данному направлению. Спасибо большое еще раз. Большое спасибо. Далее хотел бы дать слово министру труда, миграции и занятости населения, уважаемому Ширина Музуда, относительно неумения по Assalamu alaikum, Bozirni Girovi. Man qabla sama minadori khud ro ba tashkil konandagoni foruми музея ки ба шидаба конференси дар мавзӯи ки 65-солагиаш ба қайд гирифта мешавад баён медорам ба хусус ба вазорати санъат ва технологияҳои нав ва ба
თიმი ჯავონიკი იმრუს ბავეით ასისტობენი ინფოლო ვა ბავაჰა ვარდანი მოვუშკო თაშაბუს კარდან. So my speech will be in English, and I would like to take to make some notes for preparing for the changing nature of work into the digital era, which will be the initial steps to go and to move to artificial intelligence development in any country, especially in Tajikistan. The digital transformation is profoundly affecting the ways and in which people contribute to societies, to their life and to their work, and including in terms of numbers and types of jobs available in the countries. While worries of widespread technologies, unemployment may be overstated, the impact of digital transformation on the nature of work and the skills required is very real and already stands upon us. So what we are doing, Ministry of Labor and Employment of the Republic of Tajikistan stands for the data which we are receiving from our main partners, especially from the International Labour Organization, where we're getting information that due to the post-COVID crisis in 2021, the number of unemployment issues or the crisis that will affect unemployment will make almost 70 million people throughout the world. And if we are taking the special measures, so if the governments are taking the special rational measures, this number will be reduced by 23% by the beginning or by the first half year of 2022. So what we are doing, Ministry of Labor and Employment of the Republic of Tajikistan very recently conducted a special gathering, a special conference together again with Tajrak and together with our partners who are working and residing here in Tajikistan about transforming or about the transformation to digital era of the labor market of Tajikistan. So our partners mainly and all the government bodies who were invited to this gathering expressed their willingness to support the idea of transforming and transformation to digital sphere or digitalization of labor spheres that we are in need and that we have to step in to move forward. But so far, the policy implication and the policies that should be taken are still remain to prepare the workers for new jobs, for new behaviors, and to prepare them for the changes of the jobs or for the changes of the nature of jobs into the new ones that are according to the needs of the new and modern labor market. So for this, we are standing for empowering people with a mix of skills that are in need to succeed the digital world of work and to reduce the stress on the people who are going to get themselves to reshape their skills in the labor market. So with this, there is a need to get ready for the massive training challenge we are facing this massive training challenge. And with this purpose, you might remember that very recently, according to the message of the President of the country, to the Parliament of the country, it was announced that and as a support, so you are aware that we have 62 special professional technical lessons running under the Ministry of Labor and Employment with 14 directions and preparing more than 94 specialties under this special schools. And now we are, with this proposal, according to the message of the President of the country, it was given the task to organize or to conduct a special reform and with the purpose of bringing new skills and with the purpose of preparing the skills according to the demands of the labor market.
So with this purpose, we are standing next to the Tajrat, and we are fully supporting the initiatives at the Ministry of Industry and New Technologies of the Republic of Tajikistan for continuing on also for conducting, for having, reshaping this maybe initiative that they are conducting in order to step into the industrialization. We have to have the labor forces. We have to prepare the workers to have them to make them to get their places in the labor market. So I just listened to the speech of Aziz Jonah, to the speech of his friend, and I'm very inspired with the initiatives, with the willingness of this young generation who want to change something, who want to reshape, who want to bring more, to be more useful for the society. And I just remembered how some 15 years ago, when I made the special project proposal to one of the universities to Japan, I just made a sentence that my justification of my proposal was that I want to reshape the image of my country from the country of receiving humanitarian aid to the country of receiving investment, and I want to reshape the image of my country from the country of receiving or being dependent from the remittances of the migrants to the country of exporting labor skills, or to the exporting of new and modern skills that will shape and reshape the image of my country. It was some 15 or 17 years ago, but today I'm happy to see that just these wishes are becoming true, and we are on our way to make it to come into the reality. Thank you very much. Огромное спасибо за ваше выступление. Сейчас хотелось бы дать слово уважаемому министру экономического развития и торговли Республики Таджикистан, уважаемому Зарбзоде. Пожалуйста. تشکر زیاد. من از نامی رابطی وزارت اقتصاد و صنعت پیش از آن خواستم میناموری خود را با همه تشکیل کنندگان این فرم امروز بیان نمایم و با خاطر آن که من محترم امازاده شیخ شوری رو تنها نگذارم، من میخوام که یک چند سخن به زبان انگلیسی سخن گپ زنم. تشکر. Ladies and gentlemen, as you know, the President of the Republic of Tajikistan, leader of the nation, His Excellency Mr. Imran Rahman, puts lots of emphasis on development of technology and digital technology and digital economy. For this reason, as mentioned earlier, the concept on digitalization of the economy and also program on digitalization of economy had been approved and being implemented. Today, I listened carefully to lots of very interesting both speakers and also presentations, and there are no doubt that the artificial intelligence has lots of benefits for the economic growth. So it reduces costs or minimizes costs of doing business or business processes. It enhances effectiveness and productivity of labor and also production, and in turn it would significantly contribute to the development of all sectors of economy, including one of the main macroeconomic indicators, the gross domestic product. And having said this, I was extremely glad to see that the young generation of Tajikistan already within very short time period, 1.5 years, could get together and establish Tajrat and other institutional infrastructure and
within this short period of time, they could succeed a lot. So, using this opportunity, I would like to really congratulate all this young team, including management of Tajrab, for very good achievements and progress made so far. So, what is needed, not to stay in one place and, move quicker and move forward. First, we need really to educate young people and to prepare as many possible as highly motivated, intellectual, young people to take over this job and then move forward. And on this front, or on this direction, as mentioned earlier, the Academy of Artificial Intelligence so far had been established, and so far around 150 young students either are studying or already graduated from this academy and are already, working in different enterprises or companies. Second, we need to invest both in human capital and also in soft and hard infrastructure. On this direction also, we see that initial steps had been already taken, and then this, as earlier presented to us, some products already had been created or already been produced, and that product already showed a very good results in banking sector, and also new product is under development on health sector with regard to COVID-19, data gathering and also management. And third, we need to implement this new technological progress and digital technologies in all sectors or all structures of the society, whether it is government structure or non-government or private structure or even society. So on this one, you know that some progress are being made. Nowadays, digital technology is being implemented in many government agencies, ministries and agencies on taxation, on custom, and even data on civilians and so on. So we need to keep going on and to expand this process. So from the Ministry of Economic Development and Trade, whatever depends on us, so we stand ready to help in this process. We had a very good meeting with management of Tajrab. So the goal that management of Tajrab and also this young, highly energetic young team already identified, so that is the turning Tajikistan into original hub of artificial intelligence is very pleasing and very important. And also another goal that they put in front of them is to, over the medium to long term, to increase the share of artificial intelligence to GDP to 1%. So it is another important goal that we from our side stand ready to help, so that this young team, including management of Tajrab, would achieve these goals. So once again, thank you very much, and I wish all participants a very productive discussion in this forum. Thank you. Большое спасибо за ваши слова и за поддержку, которую вы оказываете для продвижения данного направления своей искусственного интеллекта в Таджикистане.
Академию с нашим сотрудничеством в данной сфере. И сейчас я хотел бы пригласить Аджуна Зимни. Еще раз благодарим всех участников панельной дискуссии. И мы сейчас хотели предоставить слово для госпожи доктора Пратип Мехта. Ms. Mehta, if you'd like to deliver, Dr. Mehta, your speech, we would be grateful. The resident representative of the United Nations Development Program in Tajikistan. Please, the floor is yours. Thank you very much. And I would like to begin by thanking Tajirot and the Ministry of Industry and Technologies for bringing all of us together to discuss an extremely important topic. Because if Tajikistan wants to become part of the fourth industrial revolution, that it cannot unless it enters in the digital world. So this is an extremely important occasion for all of us to exchange our views and to support the development of the national strategy, which also I think this is commendable, that is going to be formulated by young people with support of private sector, public sector, and all the others. So I wanted to say that because this is quite a novel initiative. You may ask, what is the interest of UNDP in artificial intelligence? Why are we into this? The answer is simple, which is the world is facing so many complex challenges which cannot be solved without introducing new approaches. And we have seen that artificial intelligence has the potential to not only analyze complex challenges, but come up with innovative solutions that can promote equitable distribution of services. It can increase access to services. It can accelerate not only agriculture, education, and health delivery, but also create new jobs. And this is why we are in this area. We think artificial intelligence can increase opportunities for everybody in the country, not just those who have the means, but also those who are living in remote areas and rural areas. It can leapfrog the efforts to achieve sustainable development goals and can help developing countries come at par with the development status of the developed countries. And that's the reason why in 2019, UNDP established its first global digital strategy to support the 117 country offices around the world to promote the use and application of artificial intelligence to accelerate socio-economic development in the countries. We have established an SDG Artificial Intelligence Lab, which is to promote research and advisory services to governments and other partners through cutting-edge digital solutions in harnessing the potential of artificial intelligence and machine learning for sustainable development. This is a global network of top research institutions, top AI practitioners, and we will be very happy to connect Tajikistan to this global network of knowledge, research, and know-how to learn from what is happening in the world. In 2019, UNDP built one of the largest and fastest growing learning network
on sustainable development challenges called UNDP Acceleration Labs. There are 91 labs covering 115 countries, which are helping in modeling new capability for breakthroughs in reducing inequality, accelerating decarbonization, promoting new forms of governance, and seizing the opportunity offered by the fourth industrial revolution. Tajikistan, unfortunately, is not a part of it right now, but we will be extremely happy to explore establishment of an acceleration lab in Tajikistan to help accelerate the work that has already started on use of AI and digital forms of service delivery. There are several examples that I can quote that within a short span from 2018 to now, how countries around the world are using AI to solve not just big problems, but also small problems. So AI is not about mega problems, it's also about day-to-day problems. It is about use of smart data. It is about use of big data, collecting, consolidating big data, and helping governments with better and precise informed decisions. This has been lacking in almost everywhere in the world, that our decisions are not based on data, our decisions are not based on evidence, because we never had the means to collect real-time data. But AI gives us that opportunity to know, for example, where disasters have occurred, what needs to be done in a very precise and in a real-time manner. This has really cut short on the time period and therefore helping decision-making process which has never ever happened before. So the use of big data for solving small as well as big problems is tremendous and cannot be done without the use of artificial intelligence. Also, we are partnering with IBM to automate UNDP's rapid integrated assessment methodology to help countries align their national development strategies to sustainable development goals. Again, this is a very precise methodology which can help governments identify the gaps and take action to bridge those gaps. And since Tajikistan has recently adopted its midterm development program for 21-25, this methodology can help government to further align the national development strategy to achieve the sustainable development goals. And we'll be very happy to connect and bring this methodology here for this purpose. So I think there are many examples, but obviously many panelists have already highlighted that we cannot be where we want to be without skills, without education reforms. It cannot be done by 3-4 NGOs or 3-4 partners. Every single person has to be part of this revolution, and that means every single girl and every single boy has to start learning these skills. We have to start reforming the education in a way that we are equipping the next generation with more modern skills, more modern knowledge, so that they are prepared not only to enter the job market, but more importantly to deal with the life. Because you will not be able to live if you yourself don't know how to use digital technology, how to use smartphones. So this is not just about jobs and employment. It is actually changing the lifestyle and becoming part of that lifestyle. So it's absolutely crucial that we look at education reforms, we look at the skills, vocational training, curriculums to see how every girl and every boy can learn these skills no matter where they are, urban, rural, does not matter. And that requires, of course, internet connectivity. But also, I think we have to focus that the adults are reskilled, they are retooled. We have seen
during the COVID time, when the whole world was relying on digital ways of accessing services, information, and getting help, that many could not operate. Many elderly people living alone were not able to access these services because they didn't have the skills. So we should not forget the adult learning and retooling and reskilling the adults so they can also find jobs in the new job market. So I think underscoring the importance of education and skills cannot be enough. But I think, as Marilyn pointed out, that while there are tremendous opportunities that is offered by artificial intelligence, it also comes with tremendous risks. It comes with risk of destruction. It can be misused, and it can be used in a very unethical manner. And we have to be mindful of this when we are developing the national strategy, that it is not a value-neutral preposition. And to safeguard the interest of the citizen security, it is extremely important that we weigh both the opportunities but also the risks of artificial intelligence and include that in our strategy. I would like to just conclude by some of the dimensions that we have seen are important for a good, responsible AI policy and AI strategy. Number one is, of course, its compatibility with the humaneness. I think we should not forget that AI is here to serve human beings, and we should not end up in a situation where human beings start serving the machines. So I think compatibility with human agency, humaneness, and human rights such as freedoms, non-discrimination, protection is fundamental in looking at the national strategy. Number two is the governance framework has to be based on the principles of ethics and integrity, accountability and transparency, and a regulatory framework for oversight of use of AI to safeguard citizens from negative and unintended consequences. And of course, inclusive education and skills training. But lastly, also to incorporate multilateral mechanisms and international standards for ethics, cyber safety, and arbitration. The countries who have been using AI for many years now are witnessing very complicated legal cases that come up, and therefore thinking about arbitration is equally important right at this stage because it's going to be different from the existing arbitration mechanism. And lastly, I'm here to commit UNDP's full support in promoting AI, in preparing the strategy through research, technical assistance, international best practices, to work with all the partners and to connect the AI network here with the global network which are operating around the world. So once again, thank you very much. I'm very excited. Thank you very much for your speech. And теперь, конечно, у нас присутствующие здесь являются главными компаниями, представителями различных секторов экономики. И хотелось бы, чтобы они тоже поучаствовали и задавали свои вопросы нашим панелистам. У кого есть какие-то вопросы относительно внедрения искусственного интеллекта, относительно интересующих их вопросов, пожалуйста, можете задавать вопросы. Если нет вопросов, тогда я предоставляю слово Айзджону Азими.
господа, на этом наше пленарное заседание подходит к концу. Еще раз давайте поприветствуем и благодарим наших уважаемых панелистов за их время и за их участие. Спасибо вам огромное. Я хотел бы коротко 2 минуты объяснить следующие шаги в нашем форуме. У нас сейчас запланирован кофе-брейк. Вы можете участвовать в этом кофе-брейке в холле. После этого наши гости из Стэнфордского университета, они уже подключены к Zoom. У нас один стартапер, основатель компании Bumitra, которая недавно была оценена в $30 миллионов США. Она использует искусственный интеллект в сфере сельского хозяйства. У нас также будет разработчик искусственного интеллекта из Москвы, который работает в Mail.ru Group. Это все ждет вас после кофе-брейка. Кофе-брейк будет длиться примерно 15 минут, поэтому просим вас после участия в кофе-брейке обратно зайти. И через ваши QR-коды вы можете зарегистрироваться в нашем форуме,